Эфир Абхазского телевидения продолжает русская служба новостей. Здравствуйте, в студии Алиса Шамба. Сегодня в выпуске. Проблемы образования в республике обсудили в Народном собрании с участием министра просвещения Инала Габлия. Состоялась инспекционная поездка министра сельского хозяйства Беслана Джопа в Гулрыжские и Ачамчирские районы. В Госмузее боевой славы имени Ардзенба открылась выставка, посвященная преступлениям, совершенным украинскими националистами в 2014-2023 годах. В Москве состоялась встреча президента Абхазии Аслана Бжания и первого заместителя секретаря Совета безопасности России Рашида Нургалиева, сообщает пресс-служба главы государства. Обсуждались вопросы дальнейшего углубления российско-абхазского сотрудничества в сфере безопасности и экономики с акцентом на реализацию конкретных совместных проектов. Ход ремонтно-восстановительных мероприятий в рамках реализации проекта по возобновлению деятельности и дальнейшей эксплуатации аэропорта Сухум обсудил вице-президент Бадыр Агунба с членами координационного штаба. Продолжаются работы по сносу старых зданий и сооружений. На взлетно-посадочной полосе производится частичный демонтаж покрытия. Завершен первый этап по расчистке обочин. Специалисты МЧС обследуют территорию на наличие взрывоопасных предметов, а также освобождают ее от деревьев и кустарников. Затем Бадыр Агунба осмотрел дорогу в аэропорт, которая ремонтируется по поручению президента Аслана Бжания. Вице-президент дал поручение Управлению капитального строительства на время реконструкции магистрали возвести локальные очистные сооружения для жителей многоэтажных домов авиагородка. Ряд поручений был дан и руководителям министерств и ведомств, задействованных в реализации проекта. Бадыр Агунба также осмотрел ход демонтажных работ на взлетно-посадочной полосе. Очевидно, работы ведутся в соответствии с графиком, сказал вице-президент и отметил необходимость придерживаться высокого уровня исполнения задач для сдачи объекта в намеченные сроки. Проблемы образования в республике обсудили в Народном собрании в рамках правительственного часа, который прошел с участием министра просвещения Инала Габлия. Были рассмотрены проект закона об образовании и концепция национального образования. Подробности встречи в репортаже Рады Чачава. В рамках правительственного часа с участием министра просвещения Абхазии Инала Габлия планировалось обсуждение 8 вопросов повестки. Подобный формат, как отметил спикер парламента Лаша Ашуба, предусмотрен регламентом и проводится Народным собранием впервые. Такие встречи депутаты намерены проводить регулярно. Мы будем с периодичностью примерно в 1 месяц приглашать министров тех или иных ведомств, и где министры будут докладывать информацию о своей деятельности парламента и обсуждать все, интересующие депутатов, общество вопросы. Также министры со своей стороны могут рассказать и выступить с инициативами в законодательстве, касающиеся отраслей, направлений, которые министры возглавляют. Инал Габлия ознакомил депутатов с докладом о проделанной Министерством просвещения работе. В частности, он рассказал о проекте закона об образовании и продемонстрировал парламентариям новый анбан и рабочие тетради для учеников начальных классов. На данный момент существует 2 закона об образовании, один из которых был принят ранее в парламенте в первом чтении. Второй проект закона сейчас находится на этапе рассмотрения исполнительной властью. Как рассказал председатель профильного комитета Инар Сацба, в дальнейшем предстоит решить, будут ли вноситься правки в существующий законопроект или же приниматься новый закон. То, что касается закона об образовании, сейчас активно идет работа. На самом деле она не прекращалась ни на секунду с момента даже избрания 7-го созыва. Дело в том, что очень сложный аспект. Существует несколько версий фактически законопроектов. Над какими-то были проведены работы ранее, над какими-то работы проводятся сейчас. Наша задача – это отобрать наиболее важные аспекты проведенных работ и, собственно, определиться, будем ли мы вносить в виде изменений в действующий, принятый в первом чтении, или же все-таки снимать его с производства и принимать новый проект. Как рассказал Инал Габлия, при работе над законопроектом, который должен в дальнейшем поступить в парламент на рассмотрение, в первую очередь учитывалось мнение педагогов. При внесении правок или нового законопроекта наша обязанность, конечно же, учитывать мнение педагогического сообщества и повышать их статус
статус учителя в этом законопроекте отдельной строкой, отдельной частью должен быть прописан, чтобы повысить, значит, значимость этой профессии в нашей стране, чтобы учитель понимал, что он защищен этим законом, что у него есть привилегии, льготы, значит, он может претендовать, да, на вот это высокое звание, которое было в советское время – учитель. Касаясь вопроса концепции национального образования, депутат Наргизба спросил у сотрудников Министерства образования, учитывается ли фактор формирования личности учащегося, понимание национальных традиций и культуры. На сегодняшний день какую личность мы формируем, да, до школы, в школе, в университете? В чем это заключается? Да, ведь система ценностных, какова вот эта система ценностных ориентаций, фундаментальная основа образования в целом, да, там, общечеловеческие, национальные, ментальные ценности. Вот существует ли вообще концепция видения национального образования? По мнению первого замминистра просвещения Ады Кварчелия, помимо фактических действий по улучшению системы образования, в центре всего должны быть традиционные абхазские ценности. Для достижения этой цели, по ее словам, планируется введение нового предмета в школах. Ада Кварчелия также подробнее рассказала о проблематике изучения абхазского языка в школах. Конечно, мы с 1 класса хотим ввести такой, знаете, как бы в России называется этот предмет краеведения. То есть ребенок начинает со своего дома, со своей улицы. И при том, знаете, как бы с детства формируется такая гражданская позиция к тому, что он делает. В центре у нас только лишь эта система. Если этого не будет, мы просто, можно возводить школы, можно там программы красивые очень такие, знаете, разрабатывать, но без вот этого содержания мы не сможем воспитать на выходе личность, которая будет представлять нашу страну. Обсудили собравшиеся и вопрос совместного экзамена по алгебре и геометрии, введение которого в школах в недавнем времени было отменено премьер-министром Александром Манкваб. Депутат парламента Наур Нормания рассказал, что педагоги республики не поддержали данное решение. По его словам, применение подобной системы невозможно без предварительной апробации. Специалисты этого профиля написали в обращение премьер-министру о том, что они не согласны с таким форматом и просят отменить данный приказ. Альтернативный вариант учителя и математики был предложен ввести со следующего учебного года экзамен по геометрии в 9 классах отдельно устным экзаменом. Инал Габля в ходе дискуссии отметил, что необходимо качественно улучшить уровень изучения точных наук, которые всецело помогают ребенку в развитии. По словам министра, ведомство активно работает над данным вопросом. Мы хотим систему вперед двигать или мы хотим оставить все как есть? Вот для меня это непонятно. Я как министр беру на себя ответственность, это моя обязанность, ее двигать, насколько это возможно, небольшими шагами. Чтобы сегодня ребенок смог элементарную задачку решить, завтра чуть посложнее, послезавтра еще сложнее, через год, через 2, через 3. Да? 3 года мы ведем работу с лучшими учителями России. Это учителя года разных регионов, разных лет. Они делятся своим самым передовым опытом. Депутат Эрик Рштуни поинтересовался вопросом реорганизации школ, случившимся в прошлом году. Инал Габля отметил, что министерство было против такого решения. В прошлом году без ведома министерства, без какого-либо согласования и одобрения большая часть сухумских школ, которые не подведомственны Министерству просвещения, были реорганизованы и превратились в филиалы. Сейчас у нас школ нет де юре, у нас есть филиалы. Филиалы чего? Филиалы муниципального учреждения. Мы выразили свое несогласие, доложили об этом руководству, доложили, значит, об этом руководству города. Депутаты это не поддерживают, министерство это не поддерживает. Глава профильного комитета Инар Сацба по итогам правительственного часа подчеркнул, что встреча была продуктивной. Удалось обсудить множество важных вопросов, по которым в дальнейшем будет вестись работа. В ходе достаточно длительных дискуссий были обсуждены важнейшие вопросы, связанные непосредственно с образовательным процессом, с вопросами из сферы языка, его интеграции и развития
в рамках нашей действующей системы образования. То, что касается закона об образовании, то, что касается непосредственно языковой политики, то, что касается вопросов, связанных непосредственно со школами и решения их таких базовых, значит, рабочих проблем, как бы все это было обозначено и дополнительно актуализировано. То, что касается правительственного часа, считаю, что он удался. Хотелось бы, чтобы и в дальнейшем, значит, министры и парламент активно взаимодействовали и в том числе прислушивались к мнению коллег. По завершении встречи спикер парламента Лаша Ашеба выразил надежду на более плотное сотрудничество между парламентом и Министерством просвещения. Рада Чачава, Тимур Гугохи, Абхазское телевидение. Аслан Бжаня поздравил Радия Хабирова с 60-летним юбилеем. В ходе телефонного разговора глава государства пожелал ему крепкого здоровья, счастья и дальнейших больших успехов в ответственной государственной деятельности. Искренне дорожу дружескими связями, установившимися между нами. Уверен, что совместными усилиями мы сможем обеспечить дальнейшее наращивание абхазо-башкирского сотрудничества в разных сферах, сказал Аслан Бжаня. По приглашению председателя ЦИК России Эллы Памфиловой делегация ЦИК Абхазии во главе с председателем Центра избиркома Дмитрием Маршан принимала участие в программе наблюдения за подготовкой и проведением выборов президента России в качестве международных наблюдателей. Кроме того, делегация ЦИК Абхазии участвовала в научно-практической конференции «Электоральный суверенитет и международные стандарты». В интервью нашей программе председатель ЦИК Дмитрий Маршан рассказал об итогах поездки. Международные стандарты мы обсуждали с нашими коллегами. Более 100 стран были представлены, около 700 международных наблюдателей по всей России. Непосредственно в пресс-центре мы слышали мнение разных наших коллег, которые посещали участки, окружные комиссии, общались с избирателями. Около 20 участков мы посетили в Москве и в Московской области. На всех участках была высокая организованность. По нашим наблюдениям, в основном старшее поколение, они голосовали через бумажный носитель, а более молодое поколение, они уже практикуют именно голосование с помощью специальных терминалов на участках. А так, в целом, нарушений как таковых, явных, которые могли повлиять на ход избирательной системы или итогов, не было. Были какие-то вопросы технического характера, организационного характера. На территории Абхазии было 30 участков задействовано, а это как раз 10% от зарубежных участков для Российской Федерации, для российских граждан. Поэтому глава Центра избиркома России Элла Александровна Памфиловна поблагодарила и руководство страны, так как содействовали и в организационном, и техническом, и в плане безопасности для того, чтобы выборы состоялись в спокойной обстановке. То есть в этом отношении была подчеркнута признательность и благодарность. С нашей стороны мы получили большой для нас опыт, потому что у нас в ближайшие чуть меньше года осталось до очередных президентских выборов в Республике Абхазия. И мы, пользуясь случаем, пригласили на выборы в Абхазии, на президентские выборы наших коллег из-за рубежа. Глобальные изменения в мирохозяйственном укладе и перспективы новой экономической реальности. Такова тема международной конференции по экономике, открывшейся в Аку. Основные ее цели – укрепление международных связей в научной и образовательной деятельности. Участников мероприятия ждет насыщенная программа. Пленарные заседания, лекции в Музее Банка Абхазии, посещение объектов историко-культурного наследия. Подробности в репортаже Гугуцы Вардания. Абхазский государственный университет уделяет большое внимание сотрудничеству с лучшими российскими вузами. Совместно с профессорско-преподавательскими составами институтов и университетов проводятся различные образовательные мероприятия. Например, в эти дни в Аку проходит международная научно-практическая конференция по экономике. Первую лекцию студентам читает Майя Слутковская, доцент кафедры истории экономических учений экономического факультета МГУ имени Ломоносова.
Моя задача, наверное, которую я ставила, когда готовилась к этому выступлению, показать студентам, что история науки – это очень важно, и что вообще для развития экономики, для развития страны любой очень важно, чтобы была правильная экономическая политика, а она не будет правильной, если не знать основ. А основа – это фундаментальная наука, а основа фундаментальной науки – это история этой науки. И поэтому вот именно вот это у меня была как бы такая ключевая цель, которую я преследовала в своем выступлении. Мне хотелось показать, что вот эта идея о том, что нужно знать и свои истоки, свое прошлое, это не для того, чтобы было интересно, не для того, чтобы это просто там, в знак уважения, а именно, что это помогает развивать дальше, что это прогнозирует будущее, что это именно шаг вперед. Подобная конференция в Абхазском государственном университете проходит впервые. Основные ее цели – укрепление международных связей в научной и образовательной деятельности, популяризация экономической науки, взаимодействие в областях, представляющих взаимные интересы, и формирование платформы для реализации положений договора о научном и учебном сотрудничестве между АГУ и МГУ. В первый день конференции ее посетил вице-премьер-министр финансов Владимир Делба. Абхазский государственный университет наделен особыми полномочиями от лица, наверное, всего и коллектива, и студенческого сообщества вести очень важные направления, включая, разумеется, и научно-образовательные направления с иностранными вузами. В данном случае Московский государственный университет, который сегодня представлен, это, наверное, один из самых первых вузов, если сказать, что самый первый и главный вуз Российской Федерации, с которым Абхазия, и не только Абхазский госуниверситет, в принципе, Абхазия дружит и сотрудничает. И сегодня мероприятие, которое проходит в стенах экономического факультета, несомненно, важная, несомненно, очень познавательная. Организована конференция экономическим факультетом АГУ и Центром науки и образования МГУ при Абхазском государственном университете. Много сил и идей в то, чтобы мероприятие состоялось, вложила старший преподаватель кафедры экономической теории, начальник международного отдела Абхазского государственного университета Анна Адлиба. Мы понимаем, что необходимо развивать экономическую науку, как науку всеобъемлющую, которая проникает во все сферы нашей жизни. И экономический факультет, преподавателем которого я являюсь, помимо того, что являюсь руководителем международного отдела, это факультет, который очень динамично развивается. Наши студенты и преподаватели принимают активное участие в конференциях такого уровня на площадках за пределами Республики Абхазия. И мы решили, что Абхазский государственный университет может себе позволить, и организовали такую конференцию в стенах Абхазского государственного университета. Мы можем приглашать, и к нам приезжают коллеги, ученые из других вузов. Это первая подобная конференция, но у нее большая география, и она будет расширяться. В числе приглашенных представителей МГУ, Северо-Осетинского, Кубанского госуниверситетов, финансового университета при правительстве Российской Федерации. В дальнейшем мы планируем расширять географию, и я надеюсь, что все пройдет хорошо. И это будет нашей традиционной конференцией. Мы предполагаем, что в ответ на это мероприятие мы примем участие в Московском государственном университете, в конференциях, и у нас будет возможность посетить какие-то лекции и, собственно говоря, совместно заниматься экономической наукой, ее развитием и продвижением. Международная научно-практическая конференция по экономике открылась 19 марта и продлится до 24 числа. В ее рамках студенты и преподаватели АГУ и приглашенные гости из других вузов зачитают доклады на темы, касающиеся институционального обеспечения финансовой безопасности государства, особенностей разработки стратегии предприятия, коснутся современного состояния и проблем развития туризма в Республике Абхазия и других вопросов. Также лекции
акции пройдут в Национальном банке и в Музее Банка Абхазии. Запланирована и товарищеская встреча команд АГУ и МГУ, участниц Международной студенческой олимпиады по истории экономических учений в формате интеллектуальных игр. Гугут Савардания, Раму Камке, Абхазское телевидение. Министр сельского хозяйства Беслан Джопу ознакомился с состоянием машинно-технологических станций Гулрыбского и Ачимчирского районов. Затем в администрации Ачимчирского района состоялось совещание с главами сел, где обсуждалась не только готовность к весенне-полевым работам, но и исполнение ведомственной целевой программы развития сельского хозяйства на этот год. В поездке министра сопровождала Лаура Капш. Для всех сельхозпроизводителей с приходом весны начинается напряженная и ответственная пора – время весенних полевых работ. Ежегодно в начале пахотного сезона Министерство сельского хозяйства проводит мониторинг состояния сельхозтехники, которая находится на базе районных МТС. Министр сельского хозяйства Беслан Джопу инспекцию начал с Гулрыбской машинно-технологической станции. Здесь на сегодняшний день 12 тракторов в рабочем состоянии. Каждый год в районе вспахивают 300 гектаров земли. Стоит отметить, что 5-6 лет назад работы было намного больше. بس تخرارك وحصوت تصبخ بشيني في بجيكتار عربسي أحسيت ريونا أنا وبري ريونا براخ تصلا دراد مستعصي رخير جنا أخشني أحضر غطاز وبس بسن بجيش جيكتار كناتسنا. Надар Качабава также отметил, что не хватает механизаторов, но в целом Гулрыбский МТС готов к весенне-полевым работам. В Ачимчирской машинно-технологической станции на сегодняшний день в рабочем состоянии находятся 15 единиц техники. Специалисты проводят последние приготовления к началу весенних полевых работ, ремонтируют старую технику, которая еще может послужить. Если в Гулрыбском районе пахотные работы начинаются в апреле, то здесь уже идет вспашка земель. Всего-навсего там буквально 32 гектара на сегодняшний день. Хотя мы могли бы и больше, но заявок намного больше могли. Но заявок не было, из-за этого... Сколько планируется? Планируется, мы все зависим от заявок, как скажут, как, например, в прошлом году 400, позапрошлом году 600 гектаров мы освоили, это только мы. Это только пахота. Ну а так по общему объему до 1000-1200 гектаров все виды работы, если объединить, мы можем осваивать. В Ачимчирской МТС достаточно механизаторов. Коллектив молодой и сплоченный. Однако есть и проблемы. Одна из главных, по словам Вячеслава Шоу, нехватка запчастей для тракторов. Ну, в основном, как мы все знаем, все наши запчасти мы завозим с Российской Федерации. Они очень подорожали, буквально на 100, на 150, некоторые до 200% добавилась цена. Вот наша проблема в чем заключается. И горючие смазочные материалы. Буквально вчера у нас было 71 рубль, 71 рубль, а сегодня уже с утра у нас уже 76-77 рублей. Вот буквально за 2 дня. И это все влияет уже на расходы. Подводя итоги инспекции, Беслан Джопу отметил, что техника не обновлялась около 10 лет и поэтому устарела, но тем не менее находится в рабочем состоянии. Беслан Джопу особо подчеркнул, что в этом году стоимость вспашки 1 гектара земли немного снизилась. Цены на стоимость калькуляции, цены на гектар вспашки, что сейчас вот в основном проводится, это где-то 5300 рублей на гектар. Это установлено исходя из цены топлива, калькуляции, как обычно делается. Но, к сожалению, наши механизаторы не всегда этому придерживаются. Есть много частных тракторов, техники, которые работают в селах. Но, к сожалению, у них цена другая. Это в разы, 3 раза больше. То есть где-то около 13 до 15 тысяч рублей они берут со своим топливом. Правда, за вспашку мы также со своим топливом обязуем наших механизаторов до 5300
не более. Как отметил Беслан Джопо, Министерство сельского хозяйства по мере возможностей помогает районным МТС. Для поддержания техники ежегодно выделяются определенные средства. В этом году мы где-то более 10 миллионов уже заявку сделали по их заявке, по их требованию, по просьбе самих МТСов, что им необходимо. Это в основном колеса, аккумуляторы и орудия, то есть лемехи, плуги, то, что необходимо. МТСы, как мы их называем, технологические станции, они к сожалению, не все они не рентабельны, но мы их содержим за то, чтобы регулировать хотя бы цену для крестьян. Потому как вся техника у нас в основном работает в сезон, основное время в большинстве простаивает, нет особо таких работ сельскохозяйственных. Но мы надеемся, что сейчас уже есть тенденция инвесторов по аграрии, они все будут востребованы, и уже будет другая, наверное, ситуация. Далее подготовку к весенне-полевым работам обсудили в администрации Чамчирского района, где прошло совещание с участием глав сел. Представители Минсельхоза обратились к ним с просьбой контролировать механизаторов, чтобы те придерживались установленных расценок за вспашку земли. Участники совещания также обсудили исполнение ведомственной целевой программы развития сельского хозяйства на этот год. В Чамчирском районе в рамках программы с 2021 года реализовано более 220 проектов на сумму 90 миллионов рублей. А в этом году район побил рекорды по заявкам. К сожалению, не все заявки будут рассмотрены в этом году из 258 заявок. Это не только по Чамчирскому району, по всей республике такая ситуация. Цель нашего визита – поговорить с главами сел, чтобы население с пониманием отнеслось к тому, что не располагает такими финансовыми возможностями, к сожалению, сегодня Министерство сельского хозяйства. Также хотим сказать вам, что в приоритете на участие в программе это инвалиды войны, семьи погибших. У нас есть справки, да, мы над этим работаем, но и изучая эту же информацию, тоже не всем получится помочь, и мы хотели бы, чтобы с пониманием все отнеслись к этому. Таким образом, в связи с нехваткой средств, часть проектов будет перенесена на следующий год. Сейчас в районе 250 заявок. Есть и те, кто участвует в программе не первый раз. Программа это не запрещает. Такие проекты у нас есть по селу Кутол. В прошлом году гергиевцы получали оборудование через Минсельхоз, в этом году тоже они участвуют. В 22 году, да. Но мы там и работу видим. Да, и там и мы и работу видим, и результат видим. Сегодня, на самом деле, многие из вас, наверное, там не были, но если вы туда придете, вам будет приятно посмотреть чайные плантации, в каком состоянии находятся, подстриженные, обработанные, загороженные. И само производство, где у них сегодня они этот чай собирают, складируют, обрабатывают. Помимо той семьи, которая этим занимается, там еще рабочие места до 30 до 40 человек организовываются. Это немаловажно для нашего района, я считаю. Действительно, ребята, которые организовали вдвоем они такую работу масштабную, создали у себя дома мини-фабрику, обустроили людей рабочими местами, и сегодня были у премьер-министра, даже лично он сам увидел эту продукцию, ему очень сильно понравилось, даже не ожидали, что на таком высоком уровне эти ребята. И хотелось бы, конечно, чтобы этот проект дальше имел силу и имел возможность существовать, потому что это большая перспектива для нашего района. Стоит отметить, что в программе активно участвует молодежь. Это говорит о том, что они не хотят покидать свои дома, отметил Тенгиз Какубава. Где мы 258 документов обработали, помимо семей погибших и инвалидов войны, участников войны, есть молодые ребята, которые закончили только армию, только школу и говорят такие слова: мы не хотим село оставлять, мы хотим в селе находиться, мы хотим там мандарин посадить, мы хотим... Я считаю, что таким молодым надо помочь. Главная цель Министерства сельского хозяйства – донести до сельчан то, что они не игнорируют их и готовы принимать все заявки. Однако желающих принять участие в программе больше, чем выделенных средств. Поэтому некоторые проекты придется перенести на следующий год. В завершении была отмечена необходимость более тесного взаимодействия глав сел и руководителей районных отделов Минсельхоза с Министерством сельского хозяйства страны, чтобы работа была более эффективной. Лаура Капш, Даур Гварджа, Абхазское телевидение.
Министр здравоохранения Эдуард Будба провел выездное совещание в Центральной районной больнице Гудауты. В совещании приняли участие исполняющий обязанности главы Гудаутского района Рауль Лолуа, главврач медучреждения Хаджират Шамба. Подробнее в материале пресс-службы Минздрава. Министр здравоохранения Эдуард Будба провел выездное совещание в Центральной районной больнице Гудауты. В совещании приняли участие исполняющий обязанности главы Гудаутского района Рауль Лолуа, главный врач медучреждения Хаджират Шамба. Он рассказал о положении дел в больнице, главной проблемой обозначив поломку компьютерного томографа. Хаджират Шамба отметил, что больница обслуживает не только население Гудаутского района, что составляет около 40 тысяч человек, но и близлежащие районы. И КТ в этой связи медицинскому учреждению крайне необходим. Испортился сам аппарат уже, сейчас пока мы ничего не делаем. И если будет он работать, и этот шприц мы бы приобрели. И, честно говоря, учреждение тоже дальше надо оживлять. Пациентам, наверное, удобнее по месту жительства обследоваться, чем искать другие варианты или выезжать. Министр здравоохранения Эдуард Будба рассказал Раулю Лолу о том, какой объем работы выполняет коллектив Гудаутской ЦРБ. Среди прочих вопросов глава Минздрава проинформировал, что имеется договоренность с российскими коллегами об оказании содействия абхазским медикам в летний курортный период, когда кратно растет поток пациентов в ЦРБ. Также Эдуард Будба рассказал о помощи, оказанной ЦРБ в плане оснащения транспортом. Касаясь вопроса поломки компьютерного томографа, глава Минздрава выразил надежду на поддержку администрации района. Государство очень много, и начиная от рентгена, от оборудования, каких-то других вещей, которые целенаправленно в первую очередь отдавалось Центральному госпиталю Гудаутскому по ковиду. Да? Сегодня, если можно вот этот вопрос закрыть с КТ, Рауль Валерьевич, это мы сейчас вторую жизнь дадим вообще всему лечебному учреждению, потому что это крайне необходимо. А вот этот инъектор по контрастированию, это вообще придаст совершенно другие диагностические функции. Это мы совершенно по-другому будем работать. Исполняющий обязанности главы района Рауль Лолуа поблагодарил министра за оказываемое в больнице внимание. Он также разделяет точку зрения о необходимости наличия в районе компьютерного томографа. Больница стоит у нас в бюджете Гудаутского района. И средства заложены, средства потихоньку выделяются, финансируются, заработные платы, обеспечение. Я буквально сам тоже здесь недавно был, обследование проходил и видел, какое большое количество людей сюда приходит на обследование. И не только здесь с нашего района, но и приезжают, я так понял, что с других районов тоже. Поэтому необходимость в этой больнице очень высока. И, конечно же, нужно поддерживать и обеспечивать максимально. У нас на здравоохранение заложено почти 100 миллионов рублей из Гудаутского района на здравоохранение, с бюджета Гудаутского района. Мы недавно с депутатами встречались, и еще в прошлом году поднимали определенные средства, чтобы дополнительно можно было вас поддержать. Да. Депутаты поддерживают, я тоже буду поддерживать, и посмотрим, уже так отдельно мы проговорим, какие необходимо сейчас дополнительные средства для того, чтобы уже то, что у вас не работает, КТ не работает, да, какие на это нужны будут средства, чтобы восстановить, потому что я однозначно уверен, что КТ у нас должно здесь работать. Лолуа отметил, что район планово развивается. Эту тенденцию руководство будет продолжать и далее. А здравоохранение – приоритетная отрасль, которую Минздрав и администрация планируют курировать совместно. В Государственном музее боевой славы имени Владислава Ардзенба открылась выставка «Обыкновенный нацизм». Экспозиция рассказывает о преступлениях, совершенных украинскими националистами в 2014-2023 годах и о российских военных, освобождавших Новороссию. Выставка будет открыта до 22 марта. Она организована при поддержке посольства России, представительства Россотрудничества в Абхазии, Музея боевой славы и Госкомспорта. Репортаж Ульяны Рожковой.
Впервые выставка под названием «Обыкновенный нацизм» была открыта еще в 2022 году, вскоре после начала СВО. За последние годы подобные выставочные проекты были открыты в Волгограде, Ростове-на-Дону, Нальчике, Курске, Новосибирске и других городах России, а также в столице Беларуси Минске. В экспозиции представлены подлинные архивные документы и фотографии, рассказывающие о жестокости украинских неонационалистов в годы Второй мировой войны и о массовых преступлениях и терроре современных националистов против жителей Украины с 2014 по 2023 годы. Для Абхазии выставка актуальна в первую очередь тем, что с 2014 года наши соотечественники-добровольцы сражаются плечом к плечу с российскими военнослужащими. Приветственное слово от председателя Российского исторического общества Сергея Нарышкина прочла председатель Совета представительства Российского исторического общества в Абхазии Милана Бжания. Дорогие друзья, на открывающейся в Музее боевой славы имени Владислава Ардзенко выставке предоставлены свидетельства выступления неонацистского киевского режима, сформировавшись в результате государственного переворота. За 10 лет он убедительно доказал свою варварскую сущность, стал угрозой не только для России, но и для всего человечества. Участие в церемонии открытия выставки приняли чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации Михаил Шургалин, руководитель представительства Россотрудничества в Абхазии Дмитрий Федотов, глава Абхазской православной церкви отец Виссарион, абхазский политический и государственный деятель Сергей Шамба, представители Госкомспорта, директор Музея боевой славы Мзиебея и другие общественные деятели. Невозможно было сдержать эмоций от всего увиденного на выставке. Все эти преступления не могут остаться безнаказанными. Представительство Российского исторического общества в Абхазии – это первое представительство, открытое за рубежом. Это подчеркивает ту степень доверия, ту степень братских связей между нашими странами, которые были закреплены в 2014 году с подписанием договора о союзничестве и стратегическом партнерстве. Тема сегодняшней экспозиции выбрана очень актуальная. Это борьба с неонацизмом и поддержка россиян. Теперь мы уже твердо говорим, что это россияне Луганской Народной Республики, Донецкой Народной Республики, Запорожской области, Херсонской области. Не зная историю прошлого, невозможно построить будущее. Об украинском нацизме нам известно еще со времен Грузино-Абхазской войны, поделился заместитель главы администрации города Сухум Автандил Сурманидзе. Наши добровольцы из Абхазии находятся на Донбассе, на Украине, плечом к плечу, помогают нашим братьям, военнослужащим Российской Федерации. Я сам неоднократно бывал на Донбассе. Вот за последние 4 года я 4 раза бывал в Донецке, 4 раза в Луганске. Я сам своими глазами видел все. Бывал на аллее ангелов. Все 4 раза я без слез оттуда не уходил ни разу. Варварство украинских боевиков, националистов, фашистов, я все это видел своими глазами. Экспозиция продлится до 22 марта. Посетить ее могут все желающие, а для школьников столицы будут организованы экскурсии. Выставка «Обыкновенный нацизм» организована при поддержке посольства России, представительства Россотрудничества в Абхазии, Музея боевой славы и Госкомспорта. Ульяна Рожкова, Инал Гвинджия, Абхазское телевидение. И в завершении выпуска традиционно о погоде. По сообщению Гидрометцентра, в четверг, 21 марта, на территории Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода. Местами ночью, временами дождь разной интенсивности, туман. Днем без осадков. Температура воздуха ночью +3, +8, днем +8, 13. Температура морской воды +11. На этом наш выпуск завершен. Всего доброго и до встречи в эфире.